не просто открываем первый крытый каток современный в нашем городе, а что вдвойне приятнее, мы это делаем вместе с суперзвездой нашего спорта Ириной Константиновной Родниной. Этот каток – пример очень удачного федерального проекта «Единой России» по строительству спортивных сооружений в нашей стране вместе с правительством Республики Коми и с нашими предприятиями республики по программам социального партнерства. Я хочу сказать, что в ближайшее время, в этом году, еще 17 спортивных объектов мы запустим в республике. В этом году начинается строительство крупного универсального спортивного комплекса с бассейном в Воркуте. Начинается или продолжается строительство крытого катка в Ичоре, в Сыктывкаре. Начинается строительство бассейна олимпийского класса, универсального спортивного комплекса по единоборствам. И еще много-много других объектов, в том числе и в наших сельских районах. И мы сделаем все возможное, чтобы и невозможно, чтобы наши дети имели перспективу стать новыми чемпионами вот в таких замечательных условиях. И я сегодня, встречаясь с Ириной Константиновной, обратился к ней с просьбой взять шефство над нашими ледовыми объектами, над нашим фигурным катанием. Очень рассчитываю на то, что она все-таки с этим согласится. Если мы ее все вместе попросим, то наши дети будут иметь такого шефа. Я всех поздравляю с сегодняшним праздником и желаю этим стенам действительно вырастить много новых олимпийских чемпионов. Для меня это особая привилегия присутствовать здесь на открытии такого замечательного спортивного сооружения. Тем более, как мне сказали, это первый каток в Сыктывкаре. Я больше чем уверен, что это, как уже сказали, это будет не самое единственное, будет много-много других. С особым удовольствием, хочу сказать, я открываю особенно ледовые катки. Может быть, потому что все мое детство и вообще вся моя юность прошла на катках, и мы не могли себе даже представить и мечтать, что когда-нибудь будем в таком катке кататься. И когда нас пускали на первые искусственные катки в Москве, то нам все время говорили, вот это место, где готовят чемпиона. И я хочу сказать, что этот каток, я больше чем уверен, это то место, где вы будете готовить своих чемпионов, которые будут с огромной чувством ответственности представлять не только нашу страну, но в первую очередь ваш регион и ваш город. Хочется, чтобы здесь всегда звенели детские голоса, чтобы все мечтали о том, чтобы попасть, чтобы вы мучились от того, что вам не хватает времени. Потому что фигуристы, хоккеисты мы всегда очень тяжело делим лед. И я больше чем уверена, что мы теперь будем к вам приезжать не только, я даю обещание, проводить здесь занятия, учите тренеров, заставляйте ребят, приезжайте лучшие фигуристы нашей страны, показывать и делиться своим мастерством и радовать вас своим катанием. Мне кажется, открытие сегодня вот этого льда, замечательного спортивного комплекса, это и вопрос восстановления исторической справедливости. Собственно говоря, почему? Ну, для Республики Коми лыжи – это традиционный вид спорта. Но, на мой взгляд, абсолютно было бы правильно, чтобы традиционным видом спорта были и виды спорта, где у нас есть конек, как конькобежный, фигурный спорт. Не покреплю душой, если скажу, что это событие мы ждали не одно десятилетие. И от всей души хочу сказать огромное спасибо «Газпрому», правительству Республики Коми за то, что это событие совершилось. Это уникальное сооружение, которое появилось в Сыктывкаре. Первое, но я знаю, не последнее. Это то сооружение, где наши дети
действительно будут вырастать чемпионы. У нас есть чемпионы, олимпийские чемпионы в лыжных гонках, в лыжном спорте. Я знаю, что здесь будут воспитываться замечательные фигуристы, замечательные спортсмены в хоккее с шайбой. И это будет достаточно скоро. Сыктывкар развивается, растет. И благодаря таким событиям мы знаем, что завтра у нашей столицы есть